В республике Коми пенсионерка никак не может получить квартиру. Эльзе Абдрахмановой 80 лет, у нее официальный статус репрессированный. Она стояла первая в очереди на жилье 15 лет. Возмутилась даже прокуратура, а суд предложил женщине требовать квартиру у властей Украины. Почему? Алексей Сбарский расскажет. По своему дому 83-летняя жительница Сыктывкара Эльза Абдрахманова передвигается с опаской. Строение, которое не намного моложе своей обитательницы, грозит вот-вот рассыпаться. Тоже все текет, вот это все текет, вот тут по этим щелкам. Вот тут и сюда текет, вот тут, видите, все сгнило, вон там так текет вот. В этой лачуге престарелая женщина уже 20 лет ждет улучшения жилищных условий, с тех самых пор, как ее признали жертвой политических репрессий. Во время Великой Отечественной семью Эльзы Абдрахмановой немцы вывезли на принудительные работы, а после освобождения советская власть отправила ее на 10 лет в лагеря. В те времена пенсионерка до сих пор вспоминает со слезами. Там куска хлеба по 200 грамм утром давали, 200 в обед, а потом баланда такая в мисках. Если одна крупинка попадется, там это перловки-то, это хорошо, а то меня из работы тащили в зону, я ходить уже не могла, я думала, что я там умру от голода. Вот так мне было там хорошо. После отбывания срока женщина какое-то время провела в Казахстане, затем в 1970-м с семьей поселилась в Сыктывкаре. Когда ее официально признали репрессированной, подала документы на предоставление жилья. Меня поставили на очереди, я была 5-я. Вот. Ну а потом начали вот сюда, туда гнуть. То я приду, мы вас вызовем, Еще вот так меня кормили меня такими этими успехами. Вот. Больше 15 лет пожилая женщина была в очереди первой. Когда после инфаркта поняла, что не может больше ждать, обратилась в прокуратуру. Там ее поддержали, и прокурор Сыктывкара обратился в суд с требованием предоставить благоустроенное жилье Эльзе Абдрахмановой как репрессированной. Однако ни в суде первой инстанции, ни в республиканском добиться успеха не удалось. Верховный суд и в Верховном суде нам отказали на выдаче квартиры. И все, вот так вот и получилось. Так что сейчас только если писать, только сказали в президиум можете писать, а потом уже в Москву. Согласно республиканскому законодательству Коми, жилье предоставляется только тем, кто был репрессирован на территории республики и после освобождения вернулся на прежнее место жительства. А Эльзу Абдрахманову репрессировали на Украине, и там же выдали справку. Поэтому, как посчитала местная Фемида, российская гражданка должна требовать жилье в другом государстве. Такая позиция удивляет не только саму Эльзу Абдрахманову и ее близких, но и независимых юристов. Мне непонятно вообще, почему вот именно используется норма об очередности предоставления, в данном случае ей жилого помещения. Поскольку она проживает в муниципальном фонде, который признан ветхим и аварийным, ей вне очереди полагается жилье, но не по закону о реабилитации, а по жилищному кодексу. После того, как случай Эльзы Абдрахмановой получил огласку, к ее делу пообещали подключиться квалифицированные юристы. Пожилая женщина надеется, что свой 84-й день рождения отметит в квартире со всеми удобствами, если здоровье позволит дожить до этого дня. Алексей Сбарский, Борис Андриянов, 5 канал, Республика Коми.